Сегодня это значимое событие, и я думаю, что с этого дня у нас будет и возрождение отношений между обществом и Национальной библиотекой. Я сегодня уполномочена передать слова благодарности и поддержки нашим таким уже надежным партнерам. Это не только общество российских немцев Видергебурт, но также и Национальная библиотека, которая же на протяжении всего существования министерства и комитета еще в то время, да, мы проводим постоянно совместные проекты, и правильно сегодня уже эти были слова сказаны о том, что, наверное, надо их еще активнее усилять, это направление, потому что это очень большой ресурс для нас, это большой ресурс для вас, общества и национальности, и народа. То есть нам нужно в этом плане усилить, наверное, немного нашу работу. Ну и пользуясь случаем, к сожалению, Владимир Николаевич и Ольга Викторовна не смогли сегодня быть здесь, но они передают слова благодарности, и они просили меня сегодня передать очень важный документ. Это почетная грамота Министерства национальной политики Удмуртской республики, которой награждается коллектив бюджетного учреждения культуры Удмуртской республики, Национальная библиотека Удмуртской республики. Все народы, их у нас много, более 100 народов проживают на территории Удмуртской республики, еще больше на территории Российской Федерации. Но каждый народ сделал очень огромный вклад в развитие нашей страны и в нашей республике. Такой же вклад сделали и российские немцы. Хотелось бы сказать или передать и нашим активистам этой организации, чтобы они не опускали руки, они действовали, продолжали возрождать и поднимать немецкую культуру и нести ее такую красивую в наши ряды. Я очень рада, что мы сделали сейчас первый шаг уже как со мной с председателем, и надеюсь, что мы и дальше с вами будем вместе шагать. Очень приятно. Уже рядом, и Министерство национальной политики всегда нас поддерживает, и я думаю, что получается у нас достаточно хорошая команда, которая имеет и хорошую репутацию, и хороший вес в обществе, и мы сможем с вами добиться больших результатов. 1762 год. Екатерина Великая восходит на престол. И, естественно, перед ней стоят очень большие задачи, как говорил Николай Михайлович Карамзин. Это монархия, которая продолжает традиции Петра I, Петра Великого. И Екатерина II, как самодержица, прекрасно понимая, что Российская империя постепенно расширяется, понимает, что никто никогда не сможет из помещиков отдать своих крепостных, а южные земли, которые были только-только в результате войн присоединены к Российской империи, необходимо было завоевывать. Каким-то образом нужно было туда привлечь людей. И, естественно, вот во время своего восшествия на престол перед ней стояли вот эти задачи. Это все обсуждалось в Сенате, обсуждалось с ее помощниками, и все это вылилось в появление декрета 250 лет назад. 4 декабря появляется декрет, который и пригласил иностранцев в Россию для того, чтобы восстановить державу, обнаженную от жителей. Общественная академия наук российских немцев под названием выпустила серию книг «Российские немцы. Исторические материалы и исследования». Я бы хотела, наверное, остановиться на книге профессора Валентины Григорьевича Повторевой «Государственная национальная политика». Может быть, это была одна из первых книг, которая соединила большое количество архивного материала, очень подробное научное исследование об истории российских немцев именно этого периода. 18-й год, 19 октября, эта дата, она очень важна для немцев, потому что именно с этого периода появляется комиссариат немецкий и появляются первые немецкие, как бы советские колонии, скажем так, на территории Поволжья. Историю поволжских немцев-колонистов очень хорошо раскрыл Яков Диц. Это был краевед, историк, человек, который
собрал много архивных материалов, причем некоторые архивные материалы, которые он использовал, они были практически уничтожены, то есть упоминания только в его произведениях. 20 февраля 1924 года. Именно эта дата говорит нам о том, что была организована автономная Советская Социалистическая Республика немцев Поволжья. То есть уже было государственное образование на территории Российской Федерации. Когда начинается Великая Отечественная война, 22 июня 1941 года привело к тому, что появляется декрет о депортации немецкого населения в Казахстан, Среднюю Азию и Сибирь. Это были, в общем-то, наверное, бесчеловечные декреты, потому что в течение 5 дней нужно было собраться и выехать. Причем, хотя говорили о том, что их вывозят на территории, где есть дома, на самом деле их практически вывозили в голые степи, либо в тундру. 29 августа 1964 года появляются первые возможность политической реабилитации немцев, российских немцев, и возможность их вернуться в свои места, где они раньше жили. К сожалению, этого, как вы понимаете, не могло произойти только потому, что просто никого уже там не оставалось. Но российские немцы постоянно поднимали вопрос о восстановлении своей автономии. К сожалению, этот вопрос до сих пор не решен, но как раз была возможность хотя бы создать общественные организации возрождения немцев России. С 11 по 15 марта 1991 года состоялся первый съезд российских немцев, и от Удмуртской республики был из Нюрдор-Катии Преслер, и он был единственным представителем от Удмуртии. И на этом съезде постановили создать общественную организацию Видергебурт российского масштаба и создавать отделения по всей России. Изначально это движение было больше, конечно, политическое, то есть хотели воссоздать республику немцев Поволжья. Но те люди, которые примерно понимают политику и все вот эти вот процессы, понимали, что этого никогда не будет, никогда это не разрешат сделать, потому что это в том числе и денежный вопрос, как отдавать людям их дома, в которых они жили, как отдавать им земли. И поэтому в какой-то момент было решено, что лучше силы тратить на возрождение именно культуры, чем бороться с системой, лучше жить с ней мирно. И это был правильный шаг, на мой взгляд, потому что это дало потрясающие результаты. Стали появляться общественные организации по всей России. Конечно, самые большие — это Сибирь, самые многочисленные в Казахстане была огромнейшая организация. И у нас в Удмуртии создалась организация уже в 1992 году, то есть в 1991 произошел съезд в Москве, в 1992 уже появился Ижевский центр Видергебурт. Потом уже появилась в Сарапуле, потом в Глазове, в Две. И когда собралось несколько местных организаций в Удмуртии, сделали республиканский центр, который объединял и координировал деятельность уже всей Удмуртии. Когда стали возрождаться наши центры, был сделан очень большой упор на возрождение языка, потому что старшее поколение очень хотело снова начать говорить на своем родном языке. И потому что это было запрещено, это был определенный психологический момент, не все взрослые могли это пережить, потому что если, например, изучают, преподаватель дает какую-нибудь поговорку, пословицу, он начинает какую-то песенку изучать, некоторые наши взрослые начинали плакать, потому что вдруг это оказывалось, что это песня, которую пела бабушка еще 70 лет назад. Преподавателям в таких случаях было тяжело иногда работать, потому что совершенно неожиданная реакция на простые детские песенки, которые просто передаются из поколения в поколение. Но когда человек его вдруг слышит через 70 лет, это вызывает эмоции и воспоминания. И вот таким образом проходило. И, например, в самой Удмуртии еще в 1993 году было 30 языковых групп по всей Удмуртии. И, конечно, это был
переломный момент массового отъезда немцев в Германию. В Удмуртии числилось 2588 человек на 90-й год, то через 10 лет уже только 1200. Люди уезжали семьями, люди уезжали массово. Сейчас начинается потихоньку обратный отток. Люди возвращаются, и опять же возвращаются семьями, не приживаются, потому что все-таки они русские. Все-таки, вот, как нас правильно называют, немцы — один народ двух родин.